Итак, всем привет! Ам, Большое спасибо, что присоединились к нашему проекту. И мне кажется, это очень важная тема для всех нас. Собственно, это не первый проект нашего сообщества по переводу программного обеспечения. До этого был проект локализации ВКонтакте, довольно объемный, который занял у десятков переводчиков больше 3 месяцев непрерывной работы. Конечно, проект скайпа, локализация скайпа на башкирский намного меньше, но мы на нем будем совершенствовать некоторые методы работы. Ну и так, начнем. Самое главное, то есть для начала скажу, что будет 2 основных инструмента для работы. Это сайт, проект локализации скайпа на платформе Transifex. И второе – это сайт, проект «Терминология», где мы совершенствуем терминологию башкирского языка в области компьютеров и интернета. Итак, во-первых, вам нужно зайти на сайт нашего сообщества «Башкирские проекты», «Башкорт-проект.ра», где есть ссылки на, собственно, непосредственно сами проекты. Нас интересует проект локализации Skype, вот он. Вы туда переходите. Здесь, в свою очередь, тоже уже даны ссылки, и вы найдете сайт Transifex. Это наш основной инструмент для работы. Переходим туда. Как видим, открывается, собственно, сам проект, который организован Skype Community, то есть сообществом Skype. Здесь, собственно, и существует этот проект. Он называется Skype Translation Project. Если мы его откроем, мы увидим список языков, на которые сейчас Skype переводится. Собственно, нам сначала нужно зарегистрироваться на Transifex. Для этого нажимайте Help Translate Skype Translation Project. Так, и теперь система просит вас зарегистрироваться, либо войти с помощью существующих аккаунтов в социальных сетях, например, Google. Вы можете войти с помощью Google, вот, либо вбиваете имя пользователя, email и новый пароль, который вы легко запомните, и нажимаете Create Your Account, то есть создать новый аккаунт. Вот. В данном случае у меня уже аккаунт есть, и я просто зайду через Google. Вы увидите вашу рабочую панель, но вам нужно сейчас открыть снова проект локализации Skype. Для этого перейдем обратно в наше сообщество и еще раз перейдем по ссылке Transifex. Так, вот, как видим, открылся сам проект локализации. И теперь, после того, как мы присоединились, мы можем начать сам перевод. Так. Но единственное, что останется сделать одно маленькое действие, это присоединиться, собственно, к проекту локализации именно на башкирский язык. Находим в списке языков башкирский язык, он пониже чуть-чуть. Вот, собственно, башкир. Переходим туда. И здесь уже есть подразделы для перевода. Так как я являюсь координатором проекта, у меня интерфейс сам немножко отличается. Вам нужно будет нажать на кнопку, на которой написано Join Project, то есть присоединиться к проекту. Вы на нее нажимаете, и мне уходит запрос о том, чтобы я добавил вас в проект. После чего, после того, как я подтвержу, или кто-то из других
координаторов подтвердит ваше участие. Вам на почту придет подтверждение о том, что вы приняты в проект. И после этого вы сможете начать перевод, непосредственно сам перевод. Ну, к примеру, когда вы уже все сделали, вы зайдете в свой аккаунт, то есть свой личный кабинет, который выглядит вот так, и слева у вас есть список проектов. Вот в данном случае вот у меня один проект Skype Translation Project. Вот. И внизу отображается тоже статистическая информация. Так как на проекте Skype много языков, отображаются все сразу. Чтобы не видеть других языков, кроме башкирского, вам нужно нажать Show Mine. Вот, как видите, остается только тот язык, в котором вы участвуете, чтобы остальные не мозолили глаза. Переходим туда. Дальше внутрь самого проекта Skype Translation Project. И, собственно, первое, что нас интересует, перевод Skype для операционной системы Windows. Заходим туда. Открывается поп-апчик, который, собственно, тут есть возможности для работы, разные варианты для переводчиков. Я просто вкратце расскажу, что можно скачивать файлы и работать на своем компьютере. Можно загружать переводы, которые сделаны не в этой системе. И третий вариант, это то, что, собственно, нас интересует, это переводить на самом сервисе. То есть вы нажимаете кнопку Translate Now. Собственно, мы сейчас видим непосредственно сам интерфейс перевода. То есть это то место, где будет проходить вся ваша основная работа. Какие здесь области есть? Значит, слева вы видите список всех имеющихся фраз для перевода. Они на английском языке. То есть переводить мы, конечно, будем с английского. Понятно, что не все знают английский. Я позже объясню, как можно помочь себе с помощью переводов на других языках. Например, на русском, каких-то других тюркских языках. А так, в принципе, можно искать, в поле поиска можно искать нужные вам слова. Например, многие слова повторяются, чтобы не вводить все порознь, можно, в принципе, попробовать сразу все. Давайте Save, например. Сохранить. Я нажимаю. И здесь выходят все выражения, которые связаны с термином Save. То есть это в общем-то, удобно, особенно когда есть какое-то выражение, которое просто повторяется. Вот. Но можно и не пользоваться поиском, а просто чисто списком. Вот. По умолчанию показываются все словосочетания, но можно включить только не переведенные, например. Нам нужно тогда нажать Untranslated. Вот. И здесь сбоку теперь только фразы, у которых вообще нет перевода. Для тех, кто будет на проекте заниматься проверкой переводов, собственно, вас интересует другой пункт. Это переводы переведенные, но не подтвержденные. То есть по-английски это unreviewed. Вот это третья кнопка. Нажимаете, и, соответственно, у вас слева появляется список всех слов, которые уже переведены, но еще не одобрены.
Как, собственно, происходит сам перевод? Я перехожу в Translated, выбираю то выражение, которое хотел бы перевести. Ну, например, вот это выражение я выбираю. Сверху я вижу оригинальную фразу «Контакт онлайн». И вот здесь в это поле вбиваю уже непосредственно сам перевод. Какие здесь есть нюансы? Во-первых, не всегда понятно, о чем вообще говорится в этой фразе, непонятен контекст. Чтобы увидеть контекст, можете попробовать нажать кнопку More Details и увидеть какие-то ключи, которые, возможно, как-то вам помогут. Но, если честно, я не уверен, что помогут. Иногда приходится просто методом какой-то дедукции разбираться. Вот. Но вот этот ключ, контекст, он иногда помогает. Так, пока закроем. Так, какие еще есть полезные штуки? Например, glossary. Glossary, то бишь это словарь. Мы видим, что у нас фраза состоит из двух слов, и они обе уже есть в словаре. Контакт и онлайн. Но, к сожалению, здесь не даны переводы для них. По мере доработки словаря тут будут показываться еще башкирские переводы. Ну, к примеру, password, то есть пароль, по-башкирски серхут. Вот. Смотрим glossary, password, серхут. То есть в словаре есть перевод этого слова. Соответственно, если вы видите, что есть какой-то рекомендуемый вариант перевода этого слова, уже сформированный какой-то, конечно, лучше попытаться использовать именно его, а не придумывать какой-то новый вариант перевода этого слова. Потому что термины в интерфейсах должны максимально повторяться и быть достаточно стабильными. Иначе будет возникать постоянно путаница. То есть одно и то же действие может быть названо в разных фразах по-разному, и это будет запутывать пользователя. Вот. Также есть вкладка History, то есть история переводов. Мы видим здесь все переводы, которые когда-либо предлагались для этой фразы. Вот. В данном случае у нас один только перевод, но их может быть много. Еще одна полезная вкладка – это Suggestions. То есть это система автоматически подбирает переводы других фраз, но которые очень схожи именно с той фразой, которую вы переводите. Вот в данном случае у нас password, оно уже встречалось в других фразах. И он показывает степень схожести. Допустим, если вы нашли что-то, что прям подходит идеально, можно не писать сюда ничего, а просто нажать вот эту клавишу Use this, и перевод автоматически добавится. Вот. После того, как вы добавили перевод, вам обязательно нужно его сохранить. То есть нажать кнопку Save. Вот. Если вы занимаетесь проверкой перевода, уже имеющегося, и точно уверены, что перевод хороший, вы можете нажать кнопку Review. Так, ну и, соответственно, последняя вкладка, которая нужна, бывает, что какие-то спорные или непонятные ситуации, переводы, и вам нужна помощь других переводчиков, тогда вы можете оставить здесь комментарий. Вот, например, написать какой-то комментарий. Вот. Можете пометить это комментарию как проблему. Если требуется помощь координаторов, вы можете пометить, что это проблема. То есть вам нужно поставить галочку Mark as issue. То есть, соответственно, координаторам нужно будет как-то отреагировать на то, что вы нажали.
и нажимаете кнопку Add, то есть добавить. Вот, как видите, перевод здесь появился. Вот, на него можно отвечать, и, соответственно, если это помечено как проблема, координаторы будут реагировать на него как-то. И теперь перейдем к словарю, тоже важная часть проекта. Значит, словарь для проекта Skype, перевода Skype, на все языки он один. То есть сформированный английский словарь, который соответствует всем который был выделен из всех фраз, которые есть для перевода английских. Вот. Мы можем его открыть. Нам нужно нажать Open Glossary. Вот, мы его открываем. И что мы здесь видим? Мы здесь видим очень довольно удобный словарь, который тоже можно дорабатывать. И вообще нужно, если вы хорошо знаете, хорошо переводите, и у вас большой уровень практики в переводе на башкирский язык, конечно, именно вам лучше этим заняться, чтобы помочь менее опытным переводчикам, чтобы те слова, с которыми они сталкивались, уже были переведены, все основные термины. Ну, какая-то часть терминов вот тут мной переведена уже. Вот. Чтобы добавить какой-то перевод, например, вот, к примеру, hello, английская фраза, и вы знаете, например, как ее перевести. Нажимаете в поле и создаете новый перевод. Ну вот, я нажал, то есть ввел, и после этого обязательно нужно сохранить. Так, сохранили. Все, теперь вот этот перевод будет встречаться в подсказках ко всем фразам, где используется слово hello. Слов очень много, чтобы проглядеть и остальные фразы, вы можете пользоваться пагинатором внизу. Еще один момент. К сожалению, не все термины, как сказать, пока переведены на башкирский язык, не у всех терминов из мира компьютеров или интернета существуют свои башкирские аналоги, поэтому не так давно мы запустили проект как раз вот именно для этого. Этот проект называется «Терминология». Чтобы попасть на него, нам нужно перейти по ссылке, которая есть в группе. Так, мы открываем его. Вот так он, собственно, выглядит. Тоже представляет из себя довольно простой список из 2 колонок. Наверное, больше всего нам будет нужен направление с английского на башкирский. Здесь есть переключатель. Английский, башкирский. Так, вот мы переключаемся. И здесь видим тоже 2 колонки для существующих терминов, которые уже переведены. К сожалению, их пока мало, поэтому одна из наших задач на проекте не только переводить Skype, но и постепенно пополнять словарный запас, термины, которые требуют перевода. Если вы не нашли слово, которое нужно, вы можете его предложить. Вот. Есть 2 варианта, как это можно сделать. Можно не регистрироваться, предложить. Тогда вам нужно нажать сюда и просто ввести сам термин, например, то, что я там встретил, да? Hello. Можете ввести описание, что это значит. То есть, и так, нажимаем. Все. Этот термин ушел на одобрение к модератору.
и через какое-то время он появится, уже будет доступен для перевода. Я предлагаю не пользоваться вот таким способом, а сделать по-другому. Лучше всего будет зарегистрироваться и участвовать во внутреннем интерфейсе проекта. Для этого вам нужно зарегистрироваться. Нажимаете «Автор был» и вводите здесь данные о себе. Имя, фамилию, адрес электронной почты, пароль, ну и, соответственно, повторить пароль. И затем нужно нажать «Теркалерга», то есть зарегистрироваться. После этого модераторы проекта подтвердят вашу заявку, и вы сможете зайти. Чтобы зайти, вам нужно нажать «Email» на главной странице. Вот, соответственно, вы вбиваете адрес электронной почты, выбранный вами пароль, и нажимаете «Энерго». После этого вам уже открывается гораздо более расширенная версия сайта, где терминов гораздо больше. Почему больше? Потому что в публичную часть термины не попадают без подтверждения модераторов. И как бы не по всем терминам есть консенсус, соответственно, термины утверждаются только после того, как по ним прошло какое-то обсуждение, и уже нету никаких споров, нету разногласий. Вот, модератор их одобряет, и они попадают в публичную часть. Здесь то же самое. Добавление слова происходит точно так же. Нажимаете «Янгахуд», соответственно, вбиваете, но здесь оно появится сразу, то есть вы его увидите сразу. Например, то, что я вот вводил, через какой-то, то есть я бы его увидел здесь уже. Так, как здесь работать? Работать, в принципе, несложно. Самое главное, что здесь есть, это поиск. Например, мне нужно найти какое-то новое слово. Я ввожу его. И система показывает мне те слова, которые уже здесь есть. Нажимаю Enter обязательно. Так, вот, собственно, найденные результаты. Вот, это основная страница перевода термина. Здесь есть несколько областей. Во-первых, всегда обращайте внимание на направление. В данном случае направление с английского на башкирский. Здесь наверху показывается, какой термин. Ниже идет пояснение, что этот термин означает. Дальше идут варианты перевода, которые были уже кем-то предложены. Ну, вот в данном случае здесь есть два варианта перевода. Вот. Вы можете на самом деле голосовать за варианты перевода. Вам просто нужно нажимать плюс или минус. В данном случае я хочу нажать, например, минус. Вот. Он мне не дает, потому что этот вариант предложен мной. Но вообще здесь счетчик изменится. Затем можно предложить свой вариант перевода. Если вы считаете, что здесь нет пока достойных, вы можете предложить свой вариант. Например, это я в шутку, конечно, сделал. Вот. И какой-нибудь там вариант. Добавляю. Вот, видите, перевод, собственно, сразу появился. И другие пользователи его тоже увидят, смогут ставить плюс или минус вашему варианту перевода. Подтвержденные переводы обозначаются галочкой. Ну, здесь это не окончательный перевод, это просто для теста показан. И, в принципе, много еще терминов, которые никак не подтверждены. Вот. Но те, которые подтверждены, уже отображаются в публичной части.
Можно не добавлять новые варианты перевода, а просто оставить комментарий. Для этого в области FAQDR вводим комментарий, который нужно. Может, вы хотите с кем-то поспорить, может, вы хотите поддержать чей-то вариант. Например, я хочу именно конкретному термину оставить комментарий, ну, вот ко второму, например. Вот я нажимаю сюда и ввожу свой комментарий. То есть это именно, этот комментарий будет привязан именно к этому термину и будет отображаться. Вот. Закрываю. Смотрим. Так, возвращаемся к основному списку. Какие еще здесь есть инструменты важные? Переключение направления. Это бывает очень нужно, когда вы ищете какой-то нужный термин. Пока доступно 4 направления. Возможно, в будущем будет больше. И здесь мы видим, какие термины, собственно, отображать. Вот, допустим, если мы не хотим видеть уже переведенные, если мы хотим просто пробежаться и предлагать варианты для еще не переведенных слов, выбираем вариант Terjemate Ilmagan, например. Вот. И, соответственно, уже здесь не будет ни одного слова, которому предложен хотя бы один перевод. Вот. Или можно, наоборот, выбрать только те слова, которые уже переведены. Так, и, собственно, список можно сортировать. По умолчанию сортируется он с помощью алфавита. Но можно сортировать их с помощью времени появления. То есть наверху будут отображаться все самые новые слова, новые добавленные. Если вы следите за актуальностью переводов, вот, соответственно, вот маус был добавлен самым последним, и поэтому мы его видим наверху. Если вы находите какую-то ошибку, либо какое-то неудобно сделанное место, либо вы хотите предложить какой-то способ по улучшению этого сайта, вам нужно перейти на бэктрекер этого проекта, который мы отслеживаем, и разработчики вносят изменения именно согласно бэктрекеру. Вот. Для этого нужно нажать кнопку внизу «Хата табылдама», и нас переносит как раз на наш бэктрекер. Допустим, если вы хотите что-то добавить, вот, просто вводите в это поле вот все, что хотите. Бывает такое, что то, что вы хотите ввести, уже есть. Например, видите? То есть я только начинаю вводить, а то, что я хотел сказать, оно, допустим, уже есть. И вы можете просто с этим согласиться. Ну, здесь, наверное, все. По мере того, как ваши вопросы там, или какие-то ошибки, ну, то, что вы сообщаете, будет обрабатываться, вам на почту будут приходить отбивки, оповещения. Значит, сам проект терминология – это основное место, где мы работаем непосредственно над самими терминами. И те термины, которые здесь были, собственно, утверждены или уже как-то обработаны, мы можем переносить в словарь скайпа, то есть сюда. Вот. Конечно, не стоит устраивать какие-то обсуждения. Допустим, вы увидели вариант перевода, с которым вы не согласны, например. Не стоит просто брать и менять чужой перевод, там, или просто оставлять здесь комментарий. Вы возьмите этот перевод, перенесите его на наш основной проект терминологии и уже сюда приглашайте людей обсудить это дело. Потому что это сохранится, и, допустим, когда вдруг возникнет вопрос и будет необходимость
пересмотра этого термина, это все будет здесь храниться. В скайпе же это все не сохраняется. Ну, собственно, по словарю скайпа я думаю, что все. Теперь еще один момент, о котором я говорил ранее. Это, конечно, не всем будет легко переводить с английского языка. Или будет возникать вопросы, как лучше это перевести, или как это сделано лучше, там, например, на другом языке. Это особенно полезно, учитывая, что тюркские языки все очень друг на друга похожи. Или, например, вы не понимаете смысл фразы и хотели бы посмотреть, что это, собственно, означает. Возможно, другие переводчики на других языках уже достигли этого понимания. Вам нужно, собственно, выбрать этот язык. Вот, мы видим другие языки скайпа перевода. Например, я хочу посмотреть какое-то слово в азербайджанском варианте перевода. Нахожу азербайджанский. Мне не обязательно присоединяться к проекту. То есть не обязательно мне самому предлагать варианты перевода. Но зато я могу посмотреть, собственно, любой термин. То есть я перехожу в сам проект. Точно так же. Так. Вот. Здесь я уже не могу нажать Translate Now, потому что по сути, мне придется запрашивать подтверждение у координаторов азербайджанского проекта о том, чтобы в нем участвовать. Нам это не нужно. Достаточно просто посмотреть то, что уже ими сделано. Для этого нажимаете View Strings Online. Вот, видите? И он меня переносит точно такой же инструмент, как и в редактировании, но здесь нет редактирования, здесь исключительно только можно просматривать. Вот. Я могу искать нужные мне фразы. Конечно, допустим, бывает такое, что тяжело, то есть самое простое, вы скопировали английскую фразу и здесь то же самое добавили. Вот, например, вы не знаете, как перевести на башкирский онлайн, вы здесь тоже наберете онлайн. Вот. И вот он показывает все онлайны. Ну что ж, на этом сегодня, наверное, все. Всю самую основную информацию я вам рассказал. Если будут возникать какие-то вопросы, обращайтесь к координаторам проекта. На этом проекте их двое. Первый координатор основной – это Галинур Байсулаков. По каким-то техническим вопросам вы можете обращаться ко мне, Ильдару Канибулатову. Спасибо за внимание. Увидимся на проекте.